55 лет флагман энергетики Дальнего Востока, компания «Якутскэнерго», обеспечивает светом и теплом самый холодный населенный регион планеты – Республику Саха-Якутия. Западные электрические сети вот уже 56 лет обеспечивают электроэнергией население 8 районов и алмазодобывающую промышленность Республики Саха-Якутия. Основная наша цель – доставить энергию, выработанную каскадами Вилюйских ГЭС, для конечного потребителя, а также объектам транспорта нефти. Это нефтепровод Восточная Сибирь, Тихий океан. Особенности нашей работы в условиях Крайнего Севера – это весьма значительные. Иногда нас коллеги с европейской части просто не понимают. Во-первых, такие большие расстояния, во-первых, мало населенных пунктов. При всем при том, на нашей территории 236 муниципальных образований. Но территория, которая обслуживает предприятие, 610 тысяч квадратных километров. Суровый климат, огромные расстояния и труднопроходимые местности круглый год бросают вызов работе энергетиков Якутии. Но даже самые сложные условия не являются преградой для успешной модернизации и реформаторской деятельности Игоря Витальевича. Проходил стажировку в Канаде, в Южноафриканской республике. Хочу сказать, что результатом этих поездок как раз-таки стало применение тех методов, которые применяются нашими коллегами за границей. У нас сейчас широко используется пропитанный лес. Это специально приготовленный лес энергетический, который не подвержен гниению, не подвержен пожарам. Очень широко стали применять новую технологию – это самонесущий изолированный провод. Практически повсеместно и по технической политике компании мы ушли от применения голого провода, по крайней мере, на низких классах напряжения. Мы активно проводили работу по переводу наших объектов на электроотопление. Это очень интересное направление, которым мы занимаемся. Кстати, такого направления нет в остальных регионах страны и республики. Вот это, я считаю, самый значимый такой экономический, экологический эффект, который был предпринят в западных электрических сетях. Западные электрические сети – это не только крупное предприятие, но и дружный, сплоченный коллектив со своими сложившимися традициями и корпоративной культурой. Работа, конечно, это работа, но есть у нас и такие моменты, когда мы встречаемся все вместе. Это может быть и выявление победителей по профмастерству, это наши соревнования по профмастерству среди подразделений западных электрических сетей, это организация соревнований среди подразделений Якутскэнерго. Поэтому мы умеем как работать, так мы умеем и отдыхать. К молодежи здесь внимательно присматриваются. Начиная с юного возраста, проводят профориентационную работу. Мы занимаемся со всеми общеобразовательными заведениями по всей нашей территории. Мы пытаемся найти вот эти вот звездочки, которые уже на ранних этапах мы видим, будет энергетик он или не будет энергетик. Иногда даже по складу характера, по настойчивости. Ну, конечно, прежде всего по знаниям. Профессия энергетика – это выбор жизненного пути целых поколений. В западных электрических сетях нередки династии. Я потомственный энергетик, уже, наверное, в 3-м поколении. Фактически первая моя запись в трудовой книжке – это Якутскэнерго, когда я на преддипломную практику приехал на Нерюнгринскую ГРЭС. И, в принципе, больше, кроме Якутскэнерго, я нигде не работал. И так уже у меня получается 33 года. У меня родители рабочие были, машинист энергоблока Нерюнгринская ГРЭС – это был отец, обходчик по турбине Нерюнгринская ГРЭС – это мама. Они ушли на пенсию оттуда. Я начинал свою трудовую деятельность с дежурного электромонтера, 4-й, 5-й, 6-й, все ступенечки. Дошел до директора, я считаю, большого предприятия. Мой сын пошел по моим стопам. Работает в западных электрических сетях диспетчером ОДС. Для энергетиков династии – это не что-то такое редкое. То есть, когда с раннего детства практически ты участвуешь в каких-то планерках и
в каких-то там разборах, так сказать, каких-то ситуаций, то это приходит со временем, приводит к какому-то вузу, техникуму, и дальше уже все. Поэтому энергетиком раз и навсегда становится.